Совет всем тем военнослужащим, которые сюда хотят, или пойти на сафари, тут убивать украинцев. Одумайтесь. С начала российского вторжения в Украину российские власти начали мобилизацию. Военкоматы начали активно приглашать уроженцев стран Центральной Азии, которые получили российское гражданство. Параллельно предпринимаются активные попытки вербовки контрактников из среды трудовых мигрантов. Поступает информация о том, что им предлагают съездить в командировку на 2 недели и обещают зарплату от $600 США и перспективу получить российский паспорт за военную службу. Вот уже 3 дня таджики с российским гражданством сообщают о приглашении в военкомат. Сообщает на своей странице в Facebook защитник прав мигрантов Каримжон Йоров. Аналогичное происходит и с выходцами из других стран Центральной Азии. Сардарбек Маматиллаев из кыргызстанского Оша несколько месяцев назад получил гражданство РФ. Он уже отслужил в Кыргызстане, но теперь его принуждают служить и в рядах российской армии. Мне теперь звонят и говорят, чтобы я пришел в военкомат, иначе отберут гражданство. Думаю, что все это из-за Украины. Сейчас на разных сайтах очень много объявлений, где требуются срочники, рассказывает Маматиллаев. По словам Каримжона Йорова, многие мигранты не желают участвовать в этой войне и задумываются о бегстве в другое государство. Спрашивали, что будет, если не пойдем в военкомат или если сбежим в другое государство. Сегодня 3 таджикистанцев спросили, что будет, если откажемся от гражданства России. Какой срок это займет? А один даже готов был предложить деньги, говорит Йоров. Наблюдатели отмечают, что Кремль намеренно привлекает для участия в войне в первую очередь солдат из нерусских регионов – Дагестана, Татарстана, Башкортостана и даже Бурятии. Кроме того, журналисты не обнаружили ни одного факта мобилизации солдат из Москвы. Чечени, дивися, хто у нас? Чечены. Ну, на вигляд чечен, да, блядь.